Открыли мероприятие демонстрации трогательного ролика. Это кадры 30-летней давности. 4 июня 1992 год. День восстановления ингушской государственности. Даже те, кто в 90-е были детьми, прекрасно помнят, как важна была любая новость, любые действия, направленные на возрождение республики, как люди мечтали о создании. Сегодня у нас круглый стол «Республика Ингушетия. Этапы государственности и перспективы развития» в рамках 30-летия нашей республики. Безусловно, бесценен вклад тех, кто стоял у истоков образования республики, кто, наделенный высоким духом патриотизма, воплотил общую национальную идею в жизнь. Их было много, и имя каждого из них прозвучало сегодня в зале Национальной библиотеки. Это мероприятие организовано Национальной библиотекой совместно с Ингушским научно-исследовательским институтом гуманитарных наук имени Чаха Ахлиева. Мы посредством таких мероприятий раскрываем этапы истории нашего народа. В программе мероприятия выступления ученых, писателей, представителей сферы образования, а также презентации лучших проектов, реализованных к юбилейной дате. Зайнеп Зарахова обозначила значимость этого события для каждого ингуша. В ее выступлении прозвучала и мысль о том, что жители республики должны делать все возможное для процветания родного края. Когда России угрожали и тоже извне, как Советскому Союзу, на этой маленькой территории наш народ не допустил гуманитарной катастрофы. Мы принимали всех. И из пригородного района Владикавказа, из Чеченской Республики. Всем помогли, себя сохранили и республику свою смогли утвердить. Собравшиеся отметили, на пути к восстановлению и развитию субъекта выпало немало испытаний. Однако сейчас Ингушетия один из самых молодых и динамично развивающихся субъектов России. Ингушский народ под руководством своих властей, конечно, за эти 30 лет прошел огромный путь экономического развития, и не только, в том числе и культурного развития. У нас за эти 30 лет были созданы, построены большое количество заводов, предприятий и учреждений. Ингушская государственность была восстановлена 30 лет назад, срок относительно небольшой. Но несмотря на это, у нас есть достижения, которыми мы можем гордиться. Сегодня жители Ингушетии уверенно идут по пути развития, стараясь внести существенный вклад в светлое будущее региона. И эту положительную тенденцию сохранить и приумножить должен каждый из нас. Мадина Дасхоева, Магомед Нальгиев, Хеда Барахоева, Вести Ингушетия.